столице Башкортостана появился уникальный дворец борьбы, который может принять не только спортивные мероприятия и не только республиканского или российского уровня, но и международного. Давайте поговорим сегодня об этом в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии, директор Дворца борьбы Эдуард Абдидилов. Эдуард Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Дворец борьбы, такой долгожданный, такой уникальный по своему вообще внешнему виду, по своей архитектуре. Все, уже можно сказать, у нас появился в столице Башкортостана. Расскажите, что сейчас происходит? Да, это так, на самом деле объект уникальный, это признается совершенно всем борцовским сообществом, это признано сообществом строителей, потому что на самом деле 57 колонн мраморных выглядит в этой части города просто монументально, да. На сегодняшний момент у нас уже 31 числа произошло открытие, да, и в настоящее время мы готовимся к тому, чтобы принять самое крупное спортивное мероприятие в стране. Это форум России спортивной державы, который у нас пройдет в середине октября. Вот на сегодняшний день мы готовим форумные студии, готовим выставочные зоны. То есть сейчас немножечко объект ориентирован на вот такую форумную программу. Вот, наверное, это был один из главных вопросов. В общем-то, поэтому мы, наверное, с вами сегодня и в студии общаемся, потому что возникает вопрос. Вроде бы объект, торжественная церемония прошла, однако вот он не функционирует не в полную силу. Надо понимать, что форум России спортивная держава очень масштабный, и там будет экспозиция. Именно поэтому сейчас там работа происходит? Да, конечно, нет. Форум России спортивной державы – это на самом деле такое знаковое событие для республики, потому что вы знаете, что уже и гостей из других стран пригласили к нам на форум. Это вся Россия у нас будет представлена здесь, каждый регион будет свою экспозицию здесь представлять, поэтому на сегодняшний день ведется такая активная работа именно по подготовке к форуму. Как только форум у нас завершится, мы начнем работать уже в штатном режиме, то есть мы начнем тренировочный процесс, запустим бассейн, наберем, набор детей уже происходит. Вот, кстати, записать своего ребенка можно по номеру 299 20 99, вам ответят на все ваши вопросы. Поэтому я думаю, что буквально в конце октября, начале ноября, то есть в зависимости от того, как мы завершим выставку, как мы это все надо разобрать, вывести, и после этого начнутся тренировки, да. Но уже наверняка есть представление о том, как будет выстроен тренировочный процесс, какие секции будут. Вот это вот то, что волнует сегодня. Вот есть понимание, сколько видов будет, сколько секций, куда дети смогут ходить? Да, конечно, я могу абсолютно спокойно перечислить вам. Во-первых, в наш дворец борьбы переезжает школа греко-римской борьбы Олимпийского резерва. Руководитель у нас Григорьев Александр Николаевич. Они переезжают у нас в полном составе. Для них прекрасные два зала выделены, два зала по 2 ковра, то есть 4 ковра. Также у нас будет развиваться женская борьба, грэпплинг, вольная борьба, борьба на поясах, куреш, самбо и дзюдо. Вот эти виды у нас будут развиваться, у нас будут набираться дети. Буквально уже с 4 лет мы ведем набор. На сегодняшний день, я думаю, что порядка 800 детей мы уже набрали, записали, да, потому что мы в школьные чаты разослали информацию для заполнения Google формы, для электронную почту указали. То есть мы получаем, в принципе, со всех каналов связи сейчас запись. Также по этим каналам связи мы в том числе и приглашаем к сотрудничеству арендаторов, может быть, тех, кто хочет какие-то другие секции. У нас же не только борьба будет во Дворце борьбы. Да, борьба – это основа, то есть это база, ради чего, собственно, дворец создавался. Но также у нас есть и танцевальные залы, у нас будет зал йоги, то есть у нас есть бассейн, у нас 2 бассейна. Один бассейн, чаша у нас 25 на 12 метров, и одна чаша детская 10 на 10. Поэтому все это будет для жителей близлежащих районов, не только борьба. Расскажите, насколько в активно вообще записываются в секции? Вот вы сейчас говорите о том, что уже порядка 800 человек записались, и запись до сих пор продолжается? Да. Я ожидаю, что в этом сезоне мы должны записать порядка 2000 детишек, потому что, ну, как практика показывает, не все остаются все равно в виде спорта, потому что не все до конца понимают, что такое борьба. Все-таки борьба – это достаточно такой тяжелый вид спорта, да, где надо работать, где, ну, не для всех, скажем так,
да? Вот. Поэтому порядка 2000 детей мы запишем, порядка 1000 детей у нас останутся заниматься. Вот. Записываться, опять же, из практики. Запись ведется она где-то до конца октября, потому что сентябрь, как правило, месяц на раскачку, школа, кто-то формирует расписание, у многих же детей репетиторы, музыкальные школы, общеобразовательная школа. Поэтому до конца октября будет вестись запись, и вот как раз с начала ноября мы начнем занятия. Как решен вопрос с тренерскими кадрами? Хватает ли наставников? С тренерскими кадрами проведена большая работа. Мы буквально вот сегодня у меня в 12 часов было совещание очередное с федерациями по видам спорта. Мы проговариваем на самом деле достаточно серьезно, кто будет у нас работать, потому что от тренера зависит очень многое. И я понимаю, что если вдруг будут какие-то вопросы к тренеру, то это будут вопросы в первую очередь к дворцу борьбы, потому что все-таки понимание у родителей будет, что они привели во дворец борьбы ребенка заниматься. Поэтому отбор будет очень жесткий. У нас будут, ну, я так полагаю, самые лучшие тренеры. Мы постараемся, да, привлечь к нам, замотивировать их. У нас будут секции как коммерческие, так и совершенно бесплатные. Для детей, конечно, в бесплатной секции мы будем проводить отбор. Это абсолютно обоснованно. Вот. Поэтому с тренерами как таковых проблем у нас нет. Эдуард Юрьевич, еще говорили о том, что, и вначале я говорила о том, что дворец борьбы – это не просто дворец для проведения спортивных мероприятий, но еще и для разных других. Вот продумывали этот момент? Какие мероприятия вы проводите? Дворец борьбы, да, это такой, наверное, можно сказать, что это такой культурный центр вот этого района будет, потому что у нас есть несколько моментов, на которых я хотел бы обратить внимание. У нас есть своя парковая зона. То есть это прекрасный парк, пусть он небольшой, но он оборудован скамейками. Там уже сейчас по вечерам гуляют люди, то есть с колясками, отдыхают. Это очень приятно видеть. Также у нас есть же скульптурные композиции. Да? Сам наш объект является, скажем, культурным таким центром. Просто на фоне него фотографируются. Буквально вот в выходные, ну, я насчитал 6 свадеб приезжало к нам туда, да, проводили фотосессию. Блогеры, девочки, какие-то танцы постоянно идут. Вот эти записи в социальные сети, все это сейчас у нас делается. Также мы имеем на центральной входной группе амфитеатр на 300 посадочных мест. И такой, скажем, своеобразный арт-квадрат вот в этом районе будет у нас находиться. То есть у нас будет арт-директор, который будет заниматься непосредственно подбором групп, коллективов, танцевальных, театральных, которые будут выступать вот на нашей сцене такой импровизированной, для тех, кто будет находиться на амфитеатре, смотреть. Поэтому объект многогранный. Он очень интересный. На самом деле, такого объекта я давно не встречал. Очень рад, что здесь вот с нашей командой мы его будем развивать. И я думаю, что все жители республики будут довольны. Ну, действительно, объект сейчас родился вот как жемчужина в этом микрорайоне, где очень много многоэтажек, да, это такие новостройки, и где очень много молодых людей живет, молодые семьи. Вот как нельзя кстати, не находите? Я могу точно сказать то, что половина из записавшихся это те, кто просто пришли к нам во дворец вот во время прогулок своих вечерних, потому что, ну, с детьми с маленькими все гуляют, у нас парк появился. Я сам подхожу к людям, которые гуляют в парке, мои заместители, мои сотрудники подходят, то есть мы все общаемся, потому что вот это сарафанное радио, потому что, казалось бы, вроде бы все знают, что это такой гигантский объект, но периодически приходили люди и спрашивали, что это, театр или что, то есть мы как бы информацию доводим до людей. Я думаю, что это будет центр, вот центр просто жизни этого района. Расскажите, планируются ли сборы, потому что когда еще и Михаил Мамиашвили приезжал, он говорил о том, что это такой грандиозный объект, что вот грех сборной России его обойти вниманием. Конечно, конечно. Уже проведены переговоры у нас с Федерацией дзюдо, с Федерацией самбо, с Федерацией спортивной борьбы России о том, что по каким-то возрастам здесь будут проходить всероссийские сборы. То есть сборная команда России будет у нас заниматься, потому что условия есть все. У нас шикарные большие залы, по 1500-2000 квадратов мы можем стационарно борцовское покрытие постелить. У нас гостиница своя, у нас свои столовые, у нас свой ресторан, то есть бассейн для расслабления. Поэтому все условия, которые только необходимы для борцов, они у нас имеются.
Что еще есть? Мы очень много говорили о том, что во дворце есть много залов. Вы говорите о том, что есть залы еще и для занятий хореографией, другими видами спорта. Да. Чем еще удивителен спорткомплекс? Спорткомплекс вообще удивительный во всех отношениях. У нас будет фитнес-центр. То есть фитнес-центр, который будет предоставлять услуги в целом для населения, но и он будет включен в программу подготовки сборных команд России по борьбе, по всем видам борьбы. То есть с арендатором у нас есть уже предварительно об этом договоренность, что определенные часы будут отдаваться под сборную команду по борьбе. Также у нас есть бассейн. Я уже упоминал, что их два. Один 10×10 детский и 25×12. Этот объект, он тоже будет включен в программу подготовки борцов. Также у нас есть спортивное ядро на улице. Это футбольное поле с искусственным газоном. Это волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Зона для легкой атлетики, для бега. То есть, кстати, зону для бега вот вокруг футбольного поля мы планируем открыть для посещения всех абсолютно людей, которые здесь проживают, всех желающих, да. Ну, после регистрации у нас в базе, конечно, чтобы мы понимали, кто, ну, ради безопасности, кто у нас находится на объекте. Но в целом вот этот вот полный замкнутый такой цикл позволит, я очень надеюсь и верю, выйти нашим борцам на новый уровень. Эдуард Юрьевич, спасибо вам огромное за интервью. А самое главное, вот сегодня прозвучало несколько откровений, да, которые, несмотря на для меня даже, да, казалось бы, мне казалось, что я о дворце борьбы знаю, если не все, то очень много. Но сегодня сам подход к тому, что и вы сами ходите, и сотрудники, да, встречаются с теми, кто рядом гуляет, и рассказываете, говорите о том, какими видами спорта можно заниматься. Ну а большой поклон, наверное, за то, что жители местные смогут на пробежку выходить по качественному покрытию легкой атлетикой. И это же дорогого стоит. Я думаю, этот объект запомнится вот каждому, кто его посетит хотя бы раз, потому что каждый найдет для себя то, что ему близко, потому что огромное количество видов спорта, которые у нас будут развиваться, культурная большая программа, это просто сама архитектура. Также, вы знаете, у нас Салават Щербаков сделал скульптуры, 5 скульптурных композиций в виде бросков по каждому из видов спорта, да, куреш, борьба на поясах, самбо, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба. То есть это, ну, такой мультикомплекс, который, ну, заденет душу каждого, я думаю. Здесь я вот искренне благодарность Ради Фаридовичу, потому что такой объект, это надо было вот много лет о нем думать, о нем мечтать, да, и в результате вот эта мечта реализовалась в такое колоссальное строение. Ну а самое главное, мы желаем вам успешно провести предстоящий форум «Россия. Спортивная держава», чтобы уже потом мы спокойно могли заниматься спортом, физкультурой на таком замечательном объекте. Спасибо большое, да, будем очень стараться и будем всех ждать уже после форума у нас в наших стенах. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас был Эдуард Абдидилов, директор Дворца борьбы. Спасибо, что были с нами.